символ нашей независимости. И это очень важно, что сегодня звание почетного профессора получил интеллектуал с большой буквы, настоящий киргизский патриот, не просто французский патриот, но я бы боялся бы сказать, киргизский патриот Жорж Кутлейн. Последний раз я присутствовал в КГУ на церемонии вручения почетного звания почетного профессора, когда мы вручали это звание Нобелевскому лауреату по экономике Джеймсу Дэвису. Это было, кажется, в 2011 или 2012 году. То есть это действительно очень почетно, Жорж, и я бы хотел поздравить тебя, от себя лично, и Американского университета Центральной Азии с этим почетным званием. Сегодня было сказано очень много теплых, лестных слов. Я думаю, эти слова могут только частично передать многогранность, сложность, масштаб личности, которую представляет Жорж. Я бы хотел, конечно, в первую очередь от себя отметить, это интеллект, человек незаурядный, мыслящий нестандартно, блестящий полемист. Мы с ним познакомились случайно, это было, мне кажется, в начале нулевых годов, когда в стране было посольство Франции, в Кыргызстане был консул, вот у нас познакомились с Жоржем, и буквально через 5 минут мы с ним схлестнулись, я уже не помню, какую-то политическую тему, начали спорить. Я тогда понял, что это человек, с которым не просто дискутировать, который обладает колоссальной эрудицией, гибкостью мышления. И когда я узнал, что Жорж решил обосноваться в Кыргызстане, что он встретил такую прекрасную женщину, Светлану, и полюбил Кыргызстан и начал преподавать здесь у нас в университете, я, конечно, обрадовался, потому что это была большая возможность для Кыргызского национального университета, для кыргызской молодежи получить замечательные знания и науки. Я думаю, за вот эти многие годы, Жорж, которые ты провел в Национальном университете, ты сумел подготовить не одно поколение специалистов в области международных отношений. Им, конечно, повезло иметь такого преподавателя, как ты. И тут напрашивается еще одно понятие, связанное с Жоржем, это преданность. Я знаю, что многие университеты его приглашали работать, и в Американском университете Центральной Азии, в частности. Но он никогда не рассматривал всерьез перспективу перехода в какой-то другой университет на постоянной основе. Он очень предан Национальному университету, факультету международных отношений, лично декану этого факультета. Кстати, надо и поблагодарить декана, которая сумела построить такую честную. Ну и третье, что бы я хотел отметить, это щедрость. Жорж человек небывалый, трудноописуемой щедростью. И вот то, что он сегодня собрал стольких людей, это только малая часть, кто его знает в Кыргызстане, с кем он тесно общается, кто был частым гостем в его гостеприимном доме. Постоянно дискуссии, интересные очень дебаты, мероприятия. И вот профессор Курман, профессор Укунбаев и многие другие выдающиеся наши люди, они вот сформировали костяк того круга, который Жорж сумел создать у нас в Бишкеке. Я хотел бы, Жорж, поблагодарить за эти годы, эти воспоминания, эти незабываемые моменты, которые ты нам всем подарил, тем самым сблизив Францию, Кыргызстан, подарив что-то новое, необычное для нашей интеллектуальной жизни. И когда я узнал, Жорж, что ты покидаешь Кыргызстан, с одной стороны, ты мне объяснил причины, годы идут, вернулся в родной дом, в родной город. Но мне было очень грустно, если честно, до сих пор мне очень грустно, потому что почему-то я для себя решил, что ты настолько неотъемлемая часть нашего общества, и что ты будешь постоянно с нами. Но я думаю, ты остаешься с нами навсегда. В конце концов, пространство это не так важно, можно ездить друг к другу. Спасибо тебе, дорогой, за все, что ты сделал для нашей страны, для нашего народа, для нашей молодежи. Позволь, Жорж, вот от имени Американского университета Центральной Азии, от имени себя лично поблагодарить тебя и небольшой презент.